Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programmasının hem de onun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Gagauzya'nın yaşlı insanların nasahatın temsilcisi, Komrat kasabasının şanlı yaşayanı Afanasiy Kıvırcık. Zaman hayırlı olsun size Afanasiy Fyodoroviç. Çok sağ olun. Bulduğunuz vakit geldiniz bugün bizim stüdyamıza cevap etme bizim sorularımıza. Anglarını biz hazırladık mahsus bugün sizin için. Sağ olun siz de. Ama varmayınca ben konuşacağım Rus dilinde. Bana daha yakışıklı. Elbette. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nice biliriz Afanasiy Fyodoroviç, fevralin 7'sinde siz tamamladınız 57 yaşını. Yıllıktan isteyen bütünler Gagauzya Radyo Televizyonun cümle kampanyanın uzmanların adından adama ki Allah versin usluluk dünyada, kahve sağlık size, dayanmak bu dil kolay yaşamakta hem de iyi başarılar. Bu yılların içinde Afanasiy Fyodoroviç siz çok kuvvet hem de sağlık koydunuz Gagauzya'nın hakları koruyan sistemasında hem de bank işlerinde. Bağladınız kendi yaşamanızı bir pek önemli hem cevaplı zanaatla. Çalıştınız bu uğurda dil bir yıl. Niçin ayırdınız mahsus bu zanatı ama dil başka ne sözü? Çekeceğiz prokuratura uğrundan öte doğru yavaş yavaş geçeceğiz başka sorulara. Buyurunuz. Başardan школы 11. klası ben öğrendim Kongaz'da, internette. Bak bizde Светлый'da 8-леткaydı sadece. У меня в школе идеалом была классный руководитель Ольга Васильевна, Лариса Михайловна Николаева. Она читала нам, преподавала историю и обществоведение. И вот, в принципе, я еще со школьной скамьи я хотел быть учителем истории. Поступал в 1965 году, и русский язык и литературу сдал на отлично, сочинение написал на 4, но не прошел по конкурсу. В 1966 году я вновь поступал на исторический. И снова устные сдал на 5, а сочинение на 3. И снова не прошел. И в 1966 году был призван в ряды советской армии. Служба тоже получилась неплохо. Механиком-водителем в учебную дивизию попал, механик-водитель средних танков. Но у меня до этого уже было более 2 лет стажа комсомольской работы. А если считать, что 9, 10, 11 класс в школе, то уже целых 5 лет. Поэтому меня сразу именно отправили, вернее, перевели в штаб дивизии. И я был инструктором политотдела дивизии по комсомольской работе, а потом помощником начальника политотдела. Я эту работу знал досконально, поэтому мне было очень легко и интересно. Но после службы в армии в 1969 году я решил и подал документы на юридический факультет. И поступил в том году. Ну, в университете снова староста группы, парторг курса, зампредседателя правкома университета. То есть скучать было некогда. Кроме того, брат служил в армии, сестренка училась в институте, мать болеет, отец работал простым рабочим в совхозе в Светлом. Трудно было, но я с первого дня работал и в детском саду плотником, и дворником. А с 3-го курса я вообще перешел жить в детский сад. И там из сарая сделал комнату, протянул туда воду, канализацию. И вот 3 года там у меня и сын старший родился. Şimdi size gülmeye gelirim o zaman. Ben sanırım hani büyük sevinmelikti, öyle mi? Да, Hem de тяжело zorluktu было. çünkü uşakta. Но я получал больше в 2 раза, чем
когда начал работать после университета. Значит, первую же сессию я сдал экзамены на отлично, и уже стипендия была не 35 рублей, а 56. То есть, а у отца зарплата 63. Поэтому, конечно, он мне ничем не мог помочь, наоборот, я им еще помогал. И в университете я старался быть тоже на виду, потому что занимал ряд общественных должностей, и не мог я подводить своих коллег, своих друзей, своих однокурсников. И я закончил университет с 1,4. Ne isterim söylemem, niçin getirdik programı mahsus sizin zanatınızda, niçin ki her yıl Büyük ayın 29'unda Moldova Devletin Prokuratura uzmanları kendi profesyonel yurtlarına bakarlar. Geçti söyleyeceğiz 1-2 hafta, değil çok vakit. 1992 yılın Büyük ayın 29'unda kabul edildi kanun, prokuratura içinde bugün başlanıldı ofisyal uğrunda bakılma. Biz sizi bu yurtlarında kutlarız. Sağlık size, dayanmak size, hem de iyi başarılar ileri doğru yaşamanızda. Siz bir günde Gagavuzya'nın yaşlı insanların Naasat'ın başından Vasily Arnavut'la doğdunuz. Sadece 3 yıl sizin aranızda. Vasily Romanovich bu yıl tamamladı 80 yaşını. Bu yıl doğuma günlerinizde sizi Avtonomiyanın başkanı, Komrat kasabasının primarı kutladılar. Sanırım hani bu çok iyidir. Açan regionun yöneticileri bir tarafta kalmırlar yaşlı insanların problemalarından. Ama kuvvetine göre savaşırlar yardımcı olma. Ben söylerim çok sağ ol Konstantinova Dmitri Georgievича, başkana Gagavuzya Halk Topluluğu değil. Anastasova da onlar kutladılar bizi, ikimizi. Да, это, я могу сказать, что это традиция. То есть, начиная от первого башкана, табунщика, затем Формузал, Ирина Федоровна, и вот теперь сегодняшний башкан, поздравили всегда, каждый раз, всегда нас в этот день поздравляют с днем рождения. Но это большая честь, и потому что я, как и он, Василий Романович, стараемся именно, несмотря ни на что, оказывать посильную помощь этим обездоленным, бедным людям. У нас сейчас идет тур собраний в каждой первичной организации. Мы почти во всех уже были, осталось еще 2-3 организации. В марте месяце у нас будет итоговые, и отчетная будет, а в апреле будет 15 лет, как была создана ассоциация, вернее, Совет старейшин, тогда сейчас переименовали, Ассоциация Совета старейшин Гагаузии. Мы настолько вникли в эту работу, что, в принципе, как Василий Романович, он идет каждый день в свой офис, как на работу. И поэтому мы помогаем друг другу. И вот даже на прошлой неделе мы провели последнее собрание в Казаклии. Настолько приятно встречаться с этими пожилыми людьми. И их обращение для нас наказ. И мы стараемся доводить до сведения руководства Гагаузии. Поддерживаем постоянную связь с примарами, с депутатами. И в тех селах, правда, не во всех, что очень жаль, но в абсолютном большинстве сел работают первичная организация Совета старейшин, депутат, советники и примары. Без этого нельзя. Конечно, наша помощь скромная, но даже вот благодаря Иванне Ивановне Кёксал, она привезла большую партию слуховых аппаратов, и были вручены очень многим нуждающимся по всей Гагаузии, Что касается прокуратуры, действительно, 29-го был День работников прокуратуры. Но я
не сразу попал работать в прокуратуру. Я хотел быть судьей после окончания университета. Но не было выбора. То есть выбора судей не было вакансий, поэтому меня взяли в резерв, и я начал работать адвокатом. Работал в Бендерах, затем перевели заведующий юрконсультацией в Кривуляны, а я просился домой, на родину, в Камрад. И в 1976 году мне повезло, и дали 3-ю единицу, и я начал работать адвокатом в Камраде. Но недолго мне пришлось, даже год не проработал. Меня пригласили работать в райком партии инструктором. Конечно, я не хотел. Это было против моей воли, моего желания. Но партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Вот. Но я пошел осознанно, потому что могли поставить палки в колеса, если можно так выразиться, и не допустить меня обратно в адвокатуру. Но я проработал тоже недолго, около года всего райкома партии, и как раз освободилось место помощника прокурора в Камрате, и я написал заявление, и меня приняли в прокуратуру помощником, затем заместителем, а потом уже с 81-86 год прокурором Бричанского района. Отличные люди там, прекрасные люди. Я называю эти годы, 5 лет, конституционный срок, 5 лет работы в Бричанах, лучшие годы жизни и работы. Я буквально перед Новым годом, в конце ноября, я ездил в Бричаны. Хотя прошло более 40 лет, как я уехал оттуда. Но люди, руководители, которые еще остались в живых, и наш Гагауз, наш прокурор, очень, очень замечательные люди там. Да и вообще у нас народ, простой народ у нас, очень прекрасный, очень хороший. Вот. И спасибо Богу, что есть еще здоровье, хотя года уходят, остаются накопления. Tamam, geleceğe soruşum bağlı bununla nafiden. Afanasy Fedorovich, siz bir aktif Komrat kasabasının yaşayanı sayılırsınız. Söylesiniz, kaç yaşında kendinizi duyarsınız? Душа молодая. Душа молодая. И мой девиз только вперед. И я должен быстро делать, успеть везде, потому что боюсь, что года идут, вот, а делать добро надо успеть, надо успеть. Но, к сожалению, у меня семья, у меня 4 сына. Это потом? Biz bunları da açıklayacağız. Daha derinden kendi ailenin için söyleyeceğiniz. Ama geçeyim gene prokuratura sizin işinize. Prokuratura bölümü koruyur yaşayanların haklarını, serbestliğini. Ne varınca söylersiniz, ne bütünden Moldova Devleti'nin prokuraturası bugünkü günler çalışır. Sizin bakışınıza göre, niçin ki biliriz, hem de görürüz. Aynı zor vakitler, her bir uzman hangisi bağladı kendi yaşamasını kanunlarla lazım çalışsın mahsus kanunlara göre. Söylesiniz, niye prokuror lazım olsun adam, niye lazım olsun uzman? Sizin bakışınıza göre bugünkü günler. Bu Камиль соруш. Это интересный вопрос. Но я открыто хочу сказать, что работа в прокуратуре в те годы и сегодня большая разница. И если в те годы мы брались и расследовали любые преступления, любые уголовные дела, и доводили их до ума, и были очень серьезные дела, серьезные преступления. Сейчас, пусть не обижаются мои бывшие коллеги, но сейчас я этого не вижу. Я не вижу того азарта, того, хотя стимул
Стимул сегодня есть. У них прекрасные зарплаты. Что такое 150 рублей? Тогда, конечно, тоже было. Это деньги 150. У прокурора 200 оклад. Вот и все. Сегодня у них в разы больше. Но я не вижу той энергии, того, чтобы было. Даже вот армия прокуроров, большая армия прокуроров, но даже по... не хочу приводить примеры, даже по Гагаузии. Но завершите же вы их, расследуйте как следует, не издевайтесь над людьми. Мы обращались и к президенту нашей республики. Да, у нас такой не девиз, а требования такие. Коль избран на эту должность человек, может быть, его не обязательно, может быть, именно эту личность уважать, но его должность мы обязаны и чтить, и не давать послаблений никому в этой области. Мы всегда говорим об этом на наших собраниях и так далее. Но и то же самое мы говорим и о наших руководителях Гагаузии, чтобы такое же отношение было и к нашим руководителям, к нашим деловым людям. Ибо нас приглашали и в СИБ, и членов Президиума Совета Старейшин, только за то, что мы, поддерживая вот уже 15 лет с посольством Российской Федерации, Азербайджана, Турецкой Республики, что можем, получаем от них материальную помощь, медицинские изделия и так далее. Через посольство России мы получали ежегодно 120-150 человек, получали по 2-3 тысячи лей. То же самое было и в конце прошлого года, вернее, этого года. Но нам запретили получать из России. Ну, как это можно? Мы написали письмо в посольство Соединенных Штатов Америки, что хотим с ними встретиться, поговорить, обсудить вот эти вопросы. Но мы даже ответа не получили от них. Поэтому вот эти моменты, или даже тот же момент, не знаю, стоит об этом говорить или, может быть, не стоит, но я не могу об этом умолчать. Мы написали, коль установлено якобы подкуп населения при последних выборах. Я за то, что независимо от ранга, независимо от положения, лицо, совершившее преступление, должно ответить. Но расследуйте. И если есть факт, если есть доказательства, примите закон, который предусмотрен. Bu sizin can ağacınız, tabii ben size anlarım. Ama siz öyle bir insansınız, hani bir yerde durgunmuyorsunuz. Prokuror işinden kare, bank diye sosyal kurumunda yöndirici çalıştınız. Yaşlı insanların nasihatın uzmanısınız. Söylesiniz, hangi iş sizin canınıza daha yakın? Конечно, и когда я работал в прокуратуре, конечно, я отдавался полностью. Один штрих. В течение 13 полных лет работы в прокуратуре я трижды поощрен генеральным прокурором Союза СССР. То есть это большое, это многое значит. Вот, потому что это была образцовая прокуратура, особенно в Боричанах. В 1986 году, когда подводили итоги работы в прокуратуре республики, генеральный прокурор Иван Иванович Чебан, Царство Небесное, в докладе сказал следующее.
учитесь работать у прокурора Бричанского района. За небольшой промежуток времени трижды поощрен генеральным прокурором Союза СССР. Для меня это было похвально, это была честь. Поэтому я обращаюсь сегодня к своим коллегам, своим работайте с полной отдачей. Знайте, что ваш труд нужен, важен, и вы работаете именно с людьми. С людьми, ибо это сложно, и всегда нужно помнить, что перед вами человек, даже если он и совершил преступление. Он ответит за это и должен ответить по закону. Biliriz hani sizde bir büyük aile diyeceğiz. Karınızla beraber 3 oğul büyüttünüz. Ama birisi de onlardan bağlamadı kendi yaşamasını prokuratura işinden. Var unukalarınız. Söylesiniz makar ki biri unukalarınızdan meraklanır mı? Prokuratura zanaatının prokuratura işinden. İsterim sorma. Biri de mi sizin izlerinden düşünmür, gitme? Buyurunuz. Ну, к сожалению, у меня 4 сына, 5 внуков и 2 внучки. 2 сына закончили институт экономика и права. Но остальные, старший закончил политех в Пушкино, промышленное гражданское строительство, другой в автомобильной части. Но ни один из них, и тем более и от внуков, тоже по этой стезе не пошел. К сожалению, мне немножко обидно, потому что я, когда встречаюсь в Кишиневе со своими однокурсниками, с друзьями, с которыми учился, с которыми... У них у многих дети обязательно, если не оба, если не двое, то обязательно именно профессия юриста работает или судьями, или прокурорами. К сожалению, я в этом плане похвастаться не могу. Но спасибо, что они почитают, меня уважают, и у нас все хорошо. Siz öyle bir kişiysiniz, öyle bir uzmansınız, derin fikirli bir insansınız. Hangisi çok gördü, çok bu yaşamakta geçirdi. Hangisinde çok bilgiler her bir bölümde var. Afanasy Fedorovich, yakışarsa da büyün, ne söylese nasihat bizim yaşayanlara veresiniz. Nice doğru yaşama yetişmediğini bu yaşlara. Ne insan ilk lazım hesaba alsın. Burada büyük laf, yüksek laf или больших слов и пожеланий сказать сложно. Но не надо стоять на месте. Мой девиз – только вперед. И вот в этом движении, анализируя свой путь обязательно, свои шаги, свои действия, надо их сверять с жизнью, сверять с теми позициями, которые ты занимаешь, и впитывать в себя все то положительное, что дано человечеству. И меньше обращать внимание на склоки. Ибо зависть, к сожалению, эта черта тоже нехорошая, присутствует у некоторых. И нужно быть всегда среди людей, в гуще масс, и делать добро. Это всегда воздастся. Söylesiniz bugünkü günler sizince Gagavuzya'nın yaşayanını ne in pek dalgalandırır? Сегодня нашим пожилым людям очень трудно. Есть
есть отдельные люди в селах, где некому даже кружку воды подать. Ибо или дети разъехались, и вот живой пример, вот мы сейчас в Казаклее последний раз, когда были, вот позавчера, значит, мы там дали такую идею, да и они уже об этом сами говорили, что уже вместе с советниками закрепили по округам по одному члену Совета Старейшин. Кроме того, возобновили, особенно там, немножко она устала, работу комиссий Совета Старейшин в каждом населенном пункте. И они должны вместе с советником посещать тех людей, которые живут очень и очень плохо. Должен сказать, что отрадно и хорошо у нас работает в Ферапонтьевке, в Бешалме, в Кангазе, в Казаклии, и в Чедерлунском районе это Бешгёз, Джалтай. Мы не можем нарадоваться. И всегда отмечаем этих людей, особенно председателей, руководителей, или грамотой, или хорошим словом. Это тоже помогает. Вот. Ибо сказать откровенно, не доходят руки на местах до каждого этого пожилого человека. А они нуждаются в очень и очень большой помощи. Мы что можем в силу своих возможностей этим людям, этим обездоленным помогаем. У нас есть определенные возможности, ибо не перевелся мир еще без добрых людей. Ибо есть отличные, хорошие лидеры, вот тот же Димитрогло в Бешалме. И поэтому, если мы почаще их тормошим, то дела немножко идут в гору. İstəyirəm söyləmək ki, sağ olun və belə kişilər necə siz, necə Vasile Arnavut, necə başqaları anqları yardımcı olursunuz. Süreci bu dil kolay yaşamakta bizim yaşlı insanlara da makar ki biraz duysunlar kendilerini insanla beraber. Saygılı seyredicilerim, Gagauzya yaşayanları, bizim Gagauzya gün günden programması yaklaştı sonuna. Hem isteyim tabirse getirmeyesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu Gagauzya'nın yaşlı insanların nasihatın temsilcisi, Komrat kasabasının şanlı yaşayanı Afanasy Fedorovich Kıvırcık. Hangisi açıkladı kendi can acısını yaşamak için hem de durum için nice Moldova devletinde öyle de Gagauzya'da kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın GRT kanalında.